уйгурской автономии танец никогда не ограничивается сценой. Он свободно рождается среди дыма очага и шепота ветра, становясь общим языком для сердец всех народов. Танцуй в удовольствии, чтобы обычные мгновения засияло. Торжественные танцевальные па делают каждый памятный день еще ярче и неповторимее. Каждый поворот, каждое движение – это самое искреннее выражение любви к прекрасной жизни. Давайте же сегодня окунемся в танцующую уйгурскую автономию и как следует посоревнуемся в мастерстве с самыми искусными танцорами уйгурской автономии. Это она. Каждое движение бровей и улыбка, словно фея, сошедшая с картины. Это она, грациозная, словно журавль, завораживающая своим танцем. И это тоже она, мастер по приготовлению деликатесов и заботливая хозяйка кошки. Гульмира Мамат. Она – первая танцовщица из уйгурской автономии, которая провела сольный вечер в Национальном центре исполнительских искусств, а также автор коротких видео, набравших миллионы лайков. Если вы до сих пор называете танцы народов уйгурской автономии просто синьцзянскими, вы ничего не понимаете. Благодаря Гульмире я узнала правильное название – Национальные танцы народов Синьцзян-Уйгурского автономного района. Здесь много национальностей, и танцевальных стилей тоже много. Об особенностях разных танцев нам лучше всех расскажет сама Гульмира. В чем, на ваш взгляд, разница выражения или техники между танцами всех этих национальностей? Сегодня вы видите учеников группы из уйгурской автономии, обучающихся на гранте Национального фонда искусств. Здесь представители 7 национальностей. Даже у одной нации, но в разных регионах, стиль музыки и танца могут отличаться. Возьмите уйгурскую нацию. Вы видели танец долан, а танец из турфана и из кашгара. Они все разные. На самом деле у каждой народности есть свои индивидуальные черты. Но замечаете ли вы, что у них есть и общие черты? Возьмем, к примеру, женские танцы. У них есть одна общая черта. Они очень любят плавное, прогулочное движение. Например, у таджикского танца есть такое движение кистями. Да, это имитация того, как перья орла трепещут на легком ветре. А в уйгурском танце есть цветочные кисти. У казахов, тулы, есть такое растирающее движение кистями. У уйгуров свое, у таджиков свое, а узбеки любят делать четкие движения с акцентом. Да, у них очень много разных плавных движений, но они все разные. Народы уйгурской автономии живут вместе уже долгое время, общаются, взаимодействуют. А сейчас давайте пригласим ведущую Феникс ТВ станцевать для нас. Я покажу тебе одно очень простое базовое движение. С этим движением ты можешь танцевать где угодно в уйгурской автономии и под любую музыку. Итак, сначала раскрываем руки, руки-крылья. Это движение есть во всех видах танцев. Затем делаем щелчок пальцами. Правую ногу ставим вперед. Шаг. Левую ногу приставить в стороны. Это самая базовая основа. 大，右脚往前上一波，左脚旁点步，咚咚大，这是一个最基本的框架。你还可以丰富，比如说动脖子，你也可以动肩，比如说你看啊，咚哒哒，咚哒，咚咚哒，动肩，咚哒哒，哒哒，咚咚哒，加转，咚哒哒。Можно ее обогащать, например, добавить движение шеи. Также можно двигать плечами. Добавляем поворот. Хорошо, в процессе этого поворота мы можем добавить те движения руками, которые делали раньше. Руки поднимаем вверх. Только что делали движение шеи. Все вместе. Выучили универсальные танцевальные па. По горячим следам освоим еще один уровень. Таджикский танец павлин. А ну-ка, все встаем на колено, умываемся. 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 Хорошо, сначала ты расскажи, потом делаем вместе. Нужно утром раскрыть свои крылья. Первое движение начинаем с правой стороны. Умываемся. Смотрим на красавчиков. Смотрим на красавиц. Утиный танец из турфана. Чем больше людей танцует,
тем веселее. Переворачиваем, продолжаем толкать, а затем скручиваем. Да, вот так, словно снежная гора. Добавляем корпус. Друзья, вы научились. Как можно сочетать наши традиционные национальные танцы уйгурской автономии с современным искусством? В прошлом году мы сделали одну очень крутую комбинацию в стиле рэп с уйгурскими танцами. Но мы ее еще до конца не отработали, не вынесли на сцену, так что мы пока в процессе экспериментов. А вы не боитесь, что после добавления новых элементов традиционного искусства, например, потеряет свою чистоту? Нет, не потеряет. Потому что мы не собираемся полностью менять традиции, мы обязательно берем самую суть, самую квинтэссенцию, а потом соединяем это с современным искусством. В итоге вы видите и национальное, и мировое, и в то же время какие-то современные, модные элементы. Гульмира, этот ролик танца из фильма «Куча» стал вирусным, новым трендом. Традиционная культура элегантно выходит на сцену в современных стриминговых сервисах, поражая зрителей по всему миру одним касанием пальцев. Я и не думала, что мой короткий танцевальный ролик станет хитом в Little Red Book. Я пыталась воссоздать танец с фресок, но, конечно, никто точно не знает, как танцевали в древности. Действительно ли в древности танцевали именно так? Да, мы основываемся на этих фресках, на стихах древних поэтов. Это всего лишь наше воображение современных людей. Так что это все можно считать постановочным танцем, авторской работой. Сейчас в коротких видео, шортсах, время часто ограничено 3, 5, 15 секундами. Что вы думаете о такой тенденции ко все более коротким формам? Создание шортсов на самом деле дает танцам больше шансов для распространения. Театральные постановки каждый раз разные. А в шортсах танцы остаются визуально зафиксированными и могут храниться очень долго. Много деталей, которые в театре не разглядеть, видео может показать. Интернет также дает нам много поводов для размышлений. Как университетский преподаватель, я должна очень тщательно продумывать, какой контент я создаю. Потому что аудитория огромна. Это видео могут увидеть мужчина, женщина, старики, дети, кто угодно. Поэтому я предъявляю высокие требования к своим видео. Наши уйгурские танцевальные видео стали популярны по всему миру. Зрители с разными языками и культурой тронуты нашей, уйгурской красотой. Такая потрясающая сила воздействия проистекает из глубокого культурного наследия уйгурской автономии. Танец – это историческая память народа. Глядя на танцевальные традиции, можно увидеть следы всей культуры этого региона. У режиссера нашего танцевального фильма очень индивидуальное художественное видение. Он говорит, что когда выходишь на международный уровень, ты должен соревноваться с ними на их поле, потому что современные танцы зародились там. Нужно добавить что-то от нашей культуры, опираться на нашу традицию. Как только добавляется традиция, у танца сразу появляется культурная глубина, меняется ее качество. Культура пишется сообща каждым, кто любит жизнь. Жители уйгурской автономии выражают свою любовь к жизни зажигательными ритмами. В танце жизни не важно, насколько точно движение, главное – танцевать от души. Теперь я все лучше понимаю, что значит наш имидж – уйгурский край, край песен и плясок. Эта музыкальная и танцевальная культура глубоко проникла во всю нашу повседневную жизнь. Например, на свадьбах, на праздниках, на встречах с друзьями мы никогда не обходимся без песен и плясок. Обязательно будет и еда, и напитки, и пение, и танцы. Это наш образ жизни. Участвуют и мужчина, и женщина, и стар, и млад. Все просто любят петь и танцевать. Уйгурский край – удивительное место. Брось сюда любое семечко, и расцветет цветок песни и пляски. Жители уйгурской автономии с помощью танца выражают свои сокровенные мысли. Родные и друзья собираются вместе, танцуя соревнуясь. Народные короли танца самозабвенно танцуют в одиночку, демонстрируя мастерство в лучах софитов.